Урматтуу достор, бизге телефон звонок келип калып кичине эметип калдык. Азыр эми мындай, Моореки скважина турган жерден баштап биякты көздөй бояка кетет. Өзүңөр көрүп атасыңар. Ушул жерде бактар бар. Мен айтып атам, Моореки суунун бул бактын жээги менен кетиш керек. Бул жерде бактардын баарын кыйбаш керек дагы. Ошонун жээги менен кетиш керек. Ошондо примерно где-то бир 150 метр, 130 метрин тегерегинде бассейн курса болот. Ар бир бассейндин эмеси размерлери 25-8 болот да. Узундугу 25, турасы 8. Анан тереңдиги бир 2 метрге жакын 1,8-2 болот. Муну суунун тазалыгын карап койгула. Ушундай таза суу экен. Мунун баары азыр ушундай. Кийин ушул экинин баардыгы жүрүп отуруп жак-жакка чейин бассейн болот. Түшүнүп атасыңар да. Уважаемые братья, мы вам хотим, друзья, рассказать о том, что вот такая наичистейшая вода есть, идет со скважины. Температура воды 14 градусов, идеальная для форели. Ну, сейчас пока здесь мусор туда-сюда. Ну, все это мы почистим. Самое главное, электричество здесь есть. Вот столбы стоят, электричество. И можно сюда дальше продолжить. Но мы для начала будем проектировать вот отсюда. Вот отсюда туда. И оно пойдет вон до конца, где скважина. Вон где машина стоит, чуть сюда. Видно, да, скважину? Это скважина одна. Вторая скважина, та, которую я вам показал. Сейчас мы с вами двинемся отсюда туда. Там сейчас я вам покажу. Со второй скважины какая должна быть. Это получается можно сделать параллельные два бассейна, а можно сделать параллельные два рыбного хозяйства, а можно просто оба собрать в одну и там сделать одно рыбное хозяйство. То есть есть возможность сделать два рыбного хозяйства. Вот по руслу реки вы посмотрите, вот как вода течет. Скорость воды, видите, какая? Объем воды. Вот на ней форель должна стоять. Поэтому, иншаллах, в будущем, вот вы тоже у себя там смотрите, если есть такие места, вызовите, мы вам приедем, проектирование сделаем. Ну, вода идеальная. Мы ее попробовали, значит, сделали анализ воды на газ, на то, что какие у него есть элементы внутри этой воды, чтобы в дальнейшем рыбы могли жить. Вот тут такая вот проходит дорога. Вон там скважина. И вот вдоль этой скважины сюда, вдоль второй скважины сюда. Ну, вы видели, да? Смотрели же уже. Посмотрели. Ну, можем. Чуть низко получается, но это все экскаватор делается. Вот так удобнее даже, чтобы почву земли не портить, да? А лучше сделать так, в каком она состоянии течет. Вот по ней и пройти немножко, конечно, косметически. Где-то что-то поправить, где-то расширить, где-то углубить. И это будет замечательное рыбное хозяйство. Иншаллах, в будущем. Мы будем делать обзор этого рыбного хозяйства на протяжении всего строительства. И когда закончим, мы вам это все покажем, расскажем, сделаем открытие, иншаллах, и вы все будете здесь.